Барлықтарыңызға сәлем. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында оқығысы келетін шетел азаматтары үшін арнайы ұйымдастырылған заманауи білім беру онлайн форумының екінші бөлімінде біз барлық қатысушыларды қарсы алуға қуаныштымыз. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің негізгі міндетіміз осы қазақстандық жоғары оқу орындарына түсу үшін одан әрі пайдалы бола алатын түрлі кеңестер беру және де шетелдік азаматтарымыздың барлық сұрақтарына жауап беру және де көмекші материалдарды жазу. Бүгінгі біздің форумымыз жазбада да болады, сондықтан кейіннен егер үлгермей қалған немесе түсінбей қалған кезеңдеріңіз болса, оны қайтадан қайталап көруге болады, және де сонымен қатар біздің тікелей эфиріміз дәл қазір YouTube каналында да жүріп жатыр. Жалпы Қазақстанның әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялануға деген ұмтылысын біз өзіміздің қалаларымыздың көшелерінде де көп естиміз. Сонымен қатар шет тілі жиілігі көбейіп келе жатыр. Біздің қазақстандық көшелерде жүретін болсаңыздар, шетелдік студенттерімізді көре аласыздар. Менің ойымша, әрбір қабылдау комиссиясы жыл сайын осы шетелдік азаматтарды оқуға көмектесуіне көмек болып, және де барлық сұрақтарына жауап қайтуға тырысады. Және де бүгінгі біздің форумымыздың де басты мақсаты осындай. Жалпы біздің кездесуіміздің бұл негізгі тақырыбы жайында толығырақ айту үшін біздің сарапшыларымызды тыңдайтын боламыз. Солардың бірі ол Мәдібеков Әлібек Серғазыұлы, Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің жоғары білім беруді дамыту ұлттық орталығы директорының орынбасары. И также сегодня с нами Есенбаева Жанна Вакасовна, заместитель председателя комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. В первую очередь мы благодарим вас за ваше участие, а также передаем слово вам. Продолжим разговор касательно приема иностранных граждан в организации высшего и послевузского образования. В целом, в системе высшего образования мы предусмотрели возможность приема не только граждан Республики Казахстан на государственный образовательный заказ, но также и иностранных граждан. И уже на протяжении нескольких лет у нас работает стипендиальная программа, по которой можно осуществить прием в вузы на бесплатное обучение. Также иностранные граждане у нас принимаются в рамках межправительственных соглашений. Сам механизм приема иностранных граждан по межправсоглашениям отличается от стипендиальной программы. Здесь необходимо будет работать с посольствами стран, то есть есть обязательства стран, где мы обеспечиваем паритетное количество студентов для обучения. Это немножко другой механизм, и я думаю, это необходимо будет обсудить в рамках другого семинара. А сегодня мы бы хотели рассказать о стипендиальной программе. Я уже не раз говорила о госзаказе, который предусматривается на данную программу ежегодно 550 мест, 490 на уровне бакалавриата, 10 мест в докторантуре и 50 в магистратуре. В целом у нас оператором по данной программе является Национальный центр развития высшего образования в текущем году. На следующий год мы также планируем некоторые изменения по данной программе. И по данной программе обучение бесплатно, также предусматривается стипендия для обучения, какие у граждан Республики Казахстан. И в целом сам прием осуществляется на основе собеседования, и плюс есть некоторые у нас требования именно по документам. Я думаю, более детальную информацию, более подробную информацию может предоставить заместитель директора Национального центра развития высшего образования. Әлібек Серғазыұлы, егер бізбен бірге болсаңыздар. Коллеги, здравствуйте. Еще раз хотел бы поблагодарить за предоставленную возможность в первую очередь. Вкратце скажу по стипендиальной программе. Стипендиальная программа, оператором которой является Национальный центр развития высшего образования, она осуществляется с 2019 года. Как до этого Жанна Вакасовна говорила, что ежегодно выделяется 550 мест. Из них 490 для бакалавриата,
50 мест для магистратуры и 10 мест для докторантуры. Прием осуществляется согласно приказу с 30 марта по 31 мая. За 10 дней оператор на своем сайте делает объявление о начале приема, и после этого с 30 марта осуществляется прием. Все 3 конкурсные процедуры проходят в режиме онлайн через портал Study in Казахстан на сегодняшний день. В прошлом году было около, если точно сказать, 6024 заявления. В первом этапе абитуриенты подают перечень документов, среди них это документ об образовании непосредственно с транскриптом. Второе, это получается медицинская справка для выезжающих граждан за рубеж. Туда включается флюорография как стандартная и ВИЧ-сертификат СПИД. Помимо этого эссе, почему он хочет поступить туда, рекомендательные письма. Потом на уровне администратор проверяет все документы, согласно списку перечня. После этого, после проверки, обязательно надо соответствовать среднему баллу GPA. Это получается для 4.0 уровня проходной, чтобы пройти первый этап, это 3.0. После соответствия документов, подтверждения приема документов, центр отправляет ссылку на онлайн-тесты. Это тесты проходит психологическая устойчивость абитуриента. Мы так его называем психотест. После прохождения психотеста абитуриент направляется на собеседование по тому языку, который он выбрал при подаче документов. И согласно правилу суммируется 3 балла, которые из 3 этапов конкурса, и направляется в республиканскую комиссию, конкурсную комиссию. Конкурсная комиссия состоит из членов общественных организаций и представителей госорганов. После этого на основе этого издается приказ, и приказ отправляется на организацию высшего послевузовского образования. В этом году участвует 37 организаций высшего послевузовского образования. Если географию немножко говорить, в прошлом году было 80 стран, которые изъявили желание абитуриенты поступить и пройти обучение в Казахстане. Вкратце по стипендиальной программе вот это. Если есть вопросы, я готов ответить, коллеги. Спасибо большое. Да, у нас есть сразу несколько вопросов к вам на казахском, на русском. Бірінші сұрағымыз, Қазақстан азаматтығы жоқ адамдарға магистратураға түсу үшін қандай құжат тапсыру керек? Бірақ бұл сұрақтың жауабын біз презентацияңыздан естіген секілдіміз. Естеріңізге сала кетейін, бүгінгі біздің форумымыз жазылады, және де егер түсінбей қалған жерлеріңіз болса, оны қайтадан тыңдауға болады. Следующий вопрос. Существуют ли специальные квоты или программы для поступления в магистратуру для лиц без гражданства? Да? То есть по поводу грантов, по поводу каких-то скидок, возможностей, может быть, есть какие-то еще дополнительные стипендиальные программы, о которых вы могли бы рассказать или раскрыть их более подробно? Вас не слышно. По лицам гражданского, лица, которые не имеют гражданства, они подают в общем порядке, как конкурс. Есть единственное в рамках стипендиальной программы, если у них есть статус беженца, они подтверждают непосредственно справку с Организацией Объединенных Наций, которая в Казахстане выдает такое удостоверение. В прошлом году было таких 2 абитуриента. В данный момент они осуществляют учебу. Отлично, спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, еще по поводу нострификации дипломов. Нужно ли это? Кого это касается? И как это происходит? Согласно приказу, согласно правилу,
После присуждения стипендии абитуриентам они обязаны в организации дать перечень документов, которые стандартно для поступления в вузы. Непосредственно это для высших учебных заведений в приемную комиссию они документы сдают. Да, они проходят процедуру признания. Процедуру признания у нас проходит непосредственно тоже нашим центром. Это есть два этапа, как бы два вида прохождения нострификации. Сейчас уже нострификация не называется, а признание документов. Это первое получается непосредственно через портал госуслуги, и второе это через правительство для граждан, это как так называемое через ЦОНы. Это отдельная госуслуга, они сдают свои согласно перечень документов для признания от 15 до 45 дней. Ему выдается свидетельство о признании данного уровня образования. Начинается от 10 МРП, согласно диплому она меняется. Если он бакалавриат, магистратура, докторантура, какую госуслугу он намерен получить, соответственно, поэтому он уже по поданному заявлению в установленном порядке в рамках МРП стоимость она указана. Отлично, спасибо большое. Я продолжу вас знакомить с нашими экспертами. Это Шинтаева Соля Симбековна, университет Туран Астана. Также с нами сегодня Ахметов Ермек Махсумович, Казахстанско-немецкий университет, Карагандинский индустриальный университет, это Шаяхметова Гульмира Аубакировна и Баймагамбетова Алтынай Хамитовна, а также Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова, Турымшаева Арида Турганбековна. Сегодня еще с нами на связи Восточно-Казахстанский университет имени Сакина Манжулова, это Анара Салимбаева, и есть также у нас эксперты из других университетов. Если я вдруг кого-то не назвала, пожалуйста, когда будете отвечать на вопросы, вы можете представиться, включить свой микрофон и сказать, как вас зовут, из какого вы университета. Мы продолжаем разбирать вопросы от наших абитуриентов, будущих студентов. Какие этапы включает процесс подачи заявления на докторантуру и какие сроки подачи документов для иностранных граждан интересуются? Уважаемые эксперты, если у вас есть ответ на этот вопрос касательно поступления в докторантуру для иностранных граждан. Если позвольте, можно я отвечу, да? Да, По конечно. поводу нашего университета, это Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Уезова. Для поступления именно по программе докторантуры PhD, во-первых, все иностранные граждане поступают по результатам собеседования, то есть экзамен у нас для иностранных граждан проводится в формате собеседования. Прием документов у нас начинается с 20 июня текущего года. Перечень документов у нас утвержден именно приказом нашего руководства. Все это вы можете найти на сайте университета более подробно. Это обычно аттестаты об образовании, это медицинские справки, это копия паспорта. То есть я сейчас назвала самые основные документы. И далее, когда после поступления мы уже будем работать с вами по вопросам визовой поддержки, но в этом случае мы уже непосредственно будем связываться с вами напрямую. Также по поводу контактной информации, если будут именно конкретные вопросы, в конце моей презентации как раз эта вся информация будет предоставлена. И собеседование у нас обычно проводится в августе месяце. Сейчас мы как раз рассматриваем сроки, но я всем иностранным гражданам советую ориентироваться именно на середину августа текущего года. Спасибо большое за ваш ответ. У нас есть еще очень много различных других вопросов. Следующий вопрос. Можно ли дистанционно подать документы на магистратуру? Какие сроки подачи документов и стоимость обучения? Уважаемые эксперты, касательно стоимости обучения, конечно, это вопрос к каждой приемной комиссии отдельно, но вот такой общий вопрос. Можно ли дистанционно подать документы на магистратуру? Какие сроки подачи документов? Здравствуйте. Вот по дистанционной подаче документов мы можем сказать, как Казахстанско-немецкий университет. Вот, Конечно.
можно. Вот. В принципе, у нас все процессы выстроены так, что можно подать все онлайн, как бы не присутствуя, так сказать, физически в университете. У нас есть для этого специальная программа «Универ», в которой можно подать заявку онлайн. И точно так же вы можете подать заявку на участие в компьютерном тестировании также онлайн. То есть все компьютеризировано. Самое главное, что это чтобы абитуриент дошел до конца и сдал все, что нужно. Вот, примерно так. Да, спасибо большое. Хочется также отметить, что сегодня с нами есть эксперт из Восточно-Казахстанского технического университета имени Сирикбаева Курмангалиева Айнагуль Сергазыновна, которая тоже сегодня будет вам помогать отвечать на вопросы. Следующий у нас: какие возможности для научных исследований доступны для иностранных студентов? Очень интересный вопрос, уважаемые эксперты. Да, я, конечно, извиняюсь, что часто отвечаю на вопросы, но я хотела по поводу ответить на вопрос о возможностях проведения, вообще участия именно в научных исследованиях. Да, в нашем университете имени Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Уезова у нас есть такая возможность, и более я хочу сказать, что у нас, как и у граждан Казахстана, так и у граждан иностранных государств имеется такая возможность. У нас есть два больших исследовательских институтов, где имеются 17 научно-исследовательских лабораторий и 2 исследовательских центра. Поэтому здесь, наверное, скорее всего, зависит больше от студента, наверное, его мотивации принимать участие именно в научных исследованиях. А также у нас есть очень хороший кадровый научный потенциал. Отлично, спасибо. Я вижу, что университет имени Сейфуллина к нам тоже подключился. Вы поднимали руку. Салтанат Калиева. Следующий вопрос: предоставляется ли общежитие или гостиница иностранным студентам? На каких условиях? Индустриальный университет для иностранных студентов у нас предоставляется общежитие. Они подают заявку онлайн через Центр обслуживания студентов, и им предоставляется общежитие. Стоимость 4000 в месяц, 40 000 в год. Достаточно-таки доступное жилье. Спасибо большое. И действительно крутые возможности. Келесі сұрағымыз: қазақстандық магистратураға шетел азаматтары түсуі үшін қандай емтихан тапсыруы керек? Мен жауап берейін сұраққа. Туран Астана университетіне шетел азаматтар тек қана собеседование арқылы түсе алады. Ешқандай емтихан біз өткізбейміз. Тек қана собеседование арқылы түседі. Кез келген мамандыққа емтихан. Илькен Рахмет. Следующий вопрос: какой уровень знания казахского или русского языка требуется для поступления в докторантуру в Казахстане? И как можно подтвердить этот уровень? Мы вообще от иностранцев уже тоже проводим собеседование, и если мы видим, что уровень языка у него недостаточен, то мы можем его записать на Foundation, где как раз-таки уровень языка мы поднимем до такой степени, где он будет понимать теорию. Вот. Отлично. То есть, в принципе, каких-то подтверждающих документов ничего прикладывать не нужно, достаточно успешно пройти собеседование, на котором каждый член комиссии, я думаю, сделает свои выводы. Келесі сұрағымыз: қазақстандық докторантурада оқу қанша жыл болады? Сколько лет длится обучение в казахстанской докторантуре? 3 жыл, 3 года. 3 жыл. Илькен Рахмет. И также, если у наших поступающих будущих докторантов, магистрантов будут вопросы, пожалуйста, оставляйте их в чате. Сейчас мы можем перейти к второй части нашей презентации, нашего сегодняшнего форума. Это презентации наших вузов, представителей. И сейчас приглашается Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова Арида Турганбековна. Okay, thank you so much for your time, for interest to invite us for foreign applicants who are going to study in Kazakhstan. First of all, I would like to thank all
organizational structure for such great opportunity with sharing some information about Auezov University. Today, the Auezov University, Mukhtar Auezov South Kazakhstan University, also we mentioned as the Auezov University, one of the largest university in Kazakhstan, largest and comprehensive university of Republic of Kazakhstan, scientific, educational, intellectual, cultural center of the region. Our university was founded in 1943 as the Kazakh Chemical Technological Institute, and last year our university celebrated 80 years since its founding. As this slide demonstrates our mission and the vision of the university, which are integrating Lean in the work of university on the base of which of priorities, strategic goals and objectives which are defined today and the prospect for further development are elaborated. The next slide shows our achievements in a global and national rankings. It should be noted that Auezov University today participates in 7 global and 2 national rankings. As a part of academic development, the university has the largest number of the country, number of students. Today we have 28,000 students and is also a leader in the number of international students. The university prepares specialists in the 3 areas of training, such as a bachelor, master, and PhD programs. Also, for foreign citizens at Auezov University, there are foundation courses in Kazakh and Russian languages, French Alliance, and King Sejong Institute for Foreign Languages. It should be noted also that every 5th educational program is dual program. The next slide demonstrates our achievements in research ecosystem. University has 2 research institutes, as I mentioned before, 17 scientific research labs, and 2 research centers. And since 2022, Nobel Prize Raya Kwon-chung has been a professor at Auezov University, and the first center of Raya Kwon-chung Nobel Prize for the implementation of new model of economic development based on the principle and the sustainable growth and the green technologies was opened in Central Asia and the CIS countries, Commonwealth of Independent States space. And I need to mention that nowadays we are only who opened such center jointly with the Nobel Prize. And also this slide demonstrates our world-class scientific discoveries. For example, in 2019, in the team of Kazakhstani chemists, as our associate professor, Gani Staliyev made a world discovery, and our scientists split one of the strongest metals, titanium. In 2020, our scientists at the National Center for Integrated Processing of Mineral Raw Materials of the Republic of Kazakhstan made a scientific discovery on metallurgy. And the next slide demonstrates our internationalization achievements. Nowadays, university implements about 5 projects within the framework of the Erasmus program, signed more 240 agreements and MOU of with the universities and the research institutes from 35 countries of near and far abroad. The number of foreign students today consists of 300 foreign students from Central Asia countries, from Nigeria, Turkey, South Korea, Russia Federation, and the United States. Internationalization of the university is carried out in such direction today as the academic mobility of students and teaching staff, joint scientific educational collaboration, and the different scientific internship and many others.
And this slide demonstrate our contacts, and I want to thank first of all for all organizers, and please let us know and contacts by contacts which are demonstrated in the screen of the forum. So Thank you if so you much. have any question, please let me know or contact us directly by email. Thank you so much. That was very informative presentation. And also, I want to remind you that we are recording this forum. So if you want to watch this again, you can make it on our YouTube channel, and you will have all of these materials on your email, or you can watch them via link under our YouTube presentation translation. So welcome. Отлично. Теперь Карагандинский индустриальный университет. Что касается поступления для иностранных граждан, то есть у нас поступление осуществляется по результатам собеседования, которое будет проводиться в нашем университете, и поступают на платной основе. На слайде вы можете увидеть, какие мы предлагаем направления по бакалавриату, и также по магистратуре и докторантуре. Достаточно краткая презентация. Спасибо вам большое. Может, подскажете, пожалуйста, название вашего сайта или как вас, например, можно найти в социальных сетях? В социальных сетях нас можно найти как kariu.kz, либо на сайте ttu.edu.kz. На сайте вся информация дана подробно про каждое направление, и видео презентации, и все достижения по каждой кафедре, по каждому направлению, все есть. Просто чтобы кратко было, поэтому Хорошо. мы вот решили сделать.Отлично. Может быть, еще что-то хотите добавить? Подскажите, может быть, у вас есть какие-то возможности поступления с финансовой поддержкой на грант, на стипендию? Если же таких возможностей нет, то, в принципе, я думаю, что в период приемной комиссии, да, может быть, что-то еще появится, и можно будет посмотреть. При хорошем обучении, отличном обучении, при хорошей успеваемости, то у нас предусматривается грант ректора. Отлично. Тоже прекрасная возможность. Спасибо большое. Следующий на очереди Туран, Астана университет. Надеюсь, видно, да? Да, видно. Ага, наш университет Туран Астана осуществляет прием иностранных студентов через собеседование, как и все другие, наверное, университеты Казахстана. Для удобства иностранных граждан мы собеседование проводим через Zoom. У нас есть определенная комиссия, и поэтому это будет очень удобно для того, чтобы они могли его сперва пройти и потом собирать пакет документов, если собеседование успешно пройдено. Также мы осуществляем, если, допустим, иностранцы впервые находятся, скажем так, в столице, да, и они не знают хорошо нашу страну или же как добраться до вуза, мы также можем предоставить трансфер, то есть встретить их с аэропорта до нашего университета. Мы также помогаем в осуществлении прохождения медицинского осмотра, так как для иностранцев это тоже очень важно, чтобы они проходили это уже в самом нашем Казахстане. Вот, поэтому прикрепляется один из членов приемной комиссии, который сопроводит этого иностранца по прохождению необходимых документов, пунктов, да, где они должны быть. Вот. Но на выбор мы предлагаем на бакалавриат вот такие вот самые востребованные интересные специальности. И здесь как бы иностранцы делятся на дальние зарубежья, да, и ближние. Вот если это, например, страны, скажем, бывшие СНГ, то, как правило, они выбирают с языком русским обучение или же казахским, и если у них существуют, ну, скажем так, какие-то барьеры, тогда мы можем предложить как foundation, где мы их отучим. Но для иностранных, кто только на английском говорит,
то мы можем предложить такие специальности, как переводческое дело, международное право и туризм, где можно будет проходить обучение на английском языке. Вот. Ну, чтобы долго не отнимать время, могу только сказать, что здесь, значит, какая процедура? Выбрать специальность, записаться на собеседование. Дальше согласовать с нами можно через WhatsApp-систему, допустим, да, или же электронную официальную почту Admission, пакет документов, обсудить визовые процедуры, готовы ли они оплатить ту госпошлину, которую ставит наш Казахстан, допускается ли их страна на нашу территорию, допустим, да, по учебной визе и так далее. И если все идет положительно, то мы помогаем в оформлении их документов и прибытии. Естественно же, снабдим их общежитием с условиями проживания. Ну и полное идет ознакомление не только с университетом, но и в целом, скажем так, по столице, по культуре нашей и так далее. И думаю, здесь никаких проблем не будет. Вот. И хочу показать последний слайд, где можно посмотреть наши контактные данные по обратной связи. Опять-таки, вот рекомендую записываться на наш Инстаграм Тау-Еду, где можно будет больше узнать о нашем университете. Наш сайт также Тау-Еду идет Туран Астаны. Наша электронная почта, куда могут писать наши иностранные студенты. Ну и мой WhatsApp номер, если будут какие-то дополнительные вопросы. Вкратце у меня все. Спасибо. Не буду отнимать время. Вам спасибо за презентацию, дорогие будущие абитуриенты. Можете сейчас сфотографировать. И также дополнительно под трансляцией в YouTube у нас будет ссылочка, где вы найдете все раздаточные материалы, в том числе и контакты приемных комиссий университетов и также наших экспертов. Следующий на очереди – это Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакены Сейфуллина. Слово передается вам. Здравствуйте, коллеги, вы меня слышите теперь? Да, теперь мы вас отлично слышим. Теперь Видно, мы да? видим в полном экране, да. Угу. Сейфуллин, Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина. Мы находимся в городе Астана в Казахстане. Самый большой, огромный, да, первый центральный аграрный вуз в центральном Казахстане. Это вкратце про Казахстан. Здесь у нас информация. В целом наш вуз был создан в 1957 году. Сейчас я хотела бы сказать, что наш университет носит имя Сакена Сейфуллина, и в этом году мы отмечаем 130-летие Сакена Сейфуллина в нашем университете. У нас проводятся занятия на 3 языках. У нас есть полиязычные группы, 108 занятий проводятся на английском языке. Также у нас, получается, имеются договоры про двойном дипломе, то есть наши студенты могут обучаться и в уровне бакалавриата, магистратуры по программе двудипломного образования за рубежом и у нас, и получить в итоге 2 диплома, диплом КАТЮ и диплом вуза-партнера. У нас обучается больше 12 тысяч студентов по всем 3 направлениям обучения. Это бакалавриат, магистратура и докторантура. Также у нас есть 9 факультетов: технический факультет, факультет управления земельными ресурсами, архитектуры и дизайна, факультет компьютерных систем и профессионального обучения, факультет агрономии, факультет лесного хозяйства, дикой природы и окружающей среды, факультет экономики, факультет ветеринарии и технологии животноводства, а также энергетический факультет. По всем направлениям здесь презентация тоже подробно написана, а также на сайте вы у нас можете увидеть направления, по которым вы можете к нам поступить в магистратуру, бакалавриат или докторантуру. Вот. На сегодняшний день мы сотрудничаем с
ну, больше, чем 190 вузами-партнерами в мире из 35 стран. Также у нас проводятся проектные работы. Мы в рамках Erasmus+, можем привлечь туда. До этого у иностранных студентов был вопрос, может ли иностранный студент участвовать в исследовании, в проектах и так далее. То есть они, здесь хотела бы сейчас я на этот вопрос ответить. То есть они, как и местные студенты, да, скажем так, могут участвовать во всех Активностях, да, в получается, в активностях университета, исследовательских? да, в исследовательских, научных, также и культурных, социальных и так далее. Вот здесь вы можете видеть наших Партнеры, партнеров, да, да. ага. То есть мы можем направить и иностранных студентов, и местных студентов по программам Erasmus+, по академической мобильности, по двудипломному образованию, как я еще сказала до этого. А также у нас по сравнению с другими вузами есть плюс, то есть мы сотрудничаем с союзом Лого, также здесь я логотип сейчас не могу найти, Дойла Нинбург. То есть мы можем, как аграрный университет, направить наших студентов бакалавриата на сельскохозяйственную практику за рубеж, точнее в Германию. То есть наши студенты, обучаясь на втором курсе или на третьем курсе, в летний период может провести в Германии. То есть они проходят практику шестимесячную, получают стипендию ежемесячно, там 350 евро в месяц и больше, в зависимости от часов, да. И также, то есть в конце они получают, то есть огромный опыт, посещают очень много стран, выучат немецкий язык. То есть у нас, то есть как аграрный вуз, это наша фишка, можно сказать. То есть в других вузах я вроде как еще не видела. Вот, поэтому поступайте к нам, если вы хотите проходить практику у наших партнеров, да. Также мы активно то есть работаем с зарубежными вузами США и Европы. Здесь у нас номер один в аграрной сфере — это UC Davis и Агропаристех Франция. Это наши лаборатории, где наши студенты также могут пройти практику. То есть это уже все относится к нашему вузу. Это мясной цех, это белорусский центр, то есть МТЗ у нас поставили свои трактора. Также другие лабораторные исследования студенты могут провести у нас в университете. Это наши контактные данные. Мы находимся в городе Астана. Наш имейл, номер телефона, а также веб-сайт можете записать себе. По почте мы всегда готовы ответить на все вопросы наших иностранных студентов, а также можете написать, конечно же, через приемную комиссию. Тоже мы через приемную комиссию готовы отвечать. Иностранных студентов мы всегда поддерживаем. Проводим адаптационный период, всегда решаем вопросы с визой. Также предоставляется общежитие для проживания. И в целом как бы все. Спасибо большое. Спасибо вам. Достаточно Да, информативно добро было. пожаловать в наш университет, иностранные студенты. Да, я думаю, что иностранные студенты придают особый колорит каждому университету, делают делают интересным, да, студенческую жизнь, а также расширяют кругозор не только тех, кто к нам приехал, но и также тех студентов, которые уже обучаются в вашем университете, потому что знакомство с культурой другой страны более тесно, чем в дружбе с представителями этих культур, я себе представить, например, не могу. Следующий у нас это Казахстанско-немецкий университет. Здесь у нас представитель Ажар Жангутина с целой своей командой экспертов с приемной комиссии. Пожалуйста, слово передается Здравствуйте, вам. коллеги. Еще раз. Так, секундочку. Поделилась. Видно Видно. презентацию? Да, видим вашу презентацию. Отлично, спасибо. Презентация у меня тоже на английском, но если не позволите, я на русском буду комментировать.
Все магистратуры наши англоязычные, то есть прием документов в магистратуры Казахско-немецкого университета производится на английском языке, как сказать, проводится тестирование английского языка, и как бы у нас достаточно высокие требования по поступлению с иностранным языком. Вот. Почему это проводится? Потому что у нас примерно 40% преподавателей иностранцы. И, соответственно, нам важно, чтобы студенты, которые будут у нас учиться, понимали, что им читают преподаватели, и насколько как бы хорошо и качественно данная информация для них подходит. Вот. Что хотелось бы отметить со своей стороны, что у нас есть около у нас 3 факультета. На этих 3 факультетах, на одном из факультетов инжиниринга информационных технологий есть 2 программы магистратуры. Это логистика и возобновляемая энергия. На факультете экономики и предпринимательства имеется раз, 2, 3, 4, 5, 5 программ магистратуры. И на факультете мировой политики у нас имеются 2 программы магистратуры. Зелененькими листиками у нас отмечены те, где будет уделяться внимание развитию зеленого направления и устойчивого развития. Вот. И что хотелось бы еще отметить, почему имеет смысл поступать как бы в наш университет любому бакалавру? Потому что, во-первых, у нас есть высокое качество обучения, подтвержденное лицензией от Министерства науки и образования. У нас есть сертификат АКВИН и сертификат НААР. Это международные рейтинговые агентства, которые присваивают высокие рейтинги компаниям, которые соответствуют их требованиям. Кроме того, как я уже говорила, у нас 43% преподавателей это иностранцы, и зарплата магистров по данным исследованиям, которые мы, собственно, недавно изучали, это на 35% больше, чем зарплата у магистров, выше зарплаты, чем у бакалавров. Так, что тут еще хотела хорошего вам рассказать? Из интересных моментов, на которые стоило бы, наверное, обратить внимание, ну, как бы у нас достаточно много разных факультетов. Подробнее вы можете ознакомиться с каждым презентации, которая будет приложена. Такие моменты, которые хотелось бы отметить, да, что некоторые наши студенты устраиваются на работу в крупные компании, уже учась на 4-м курсе университета. То есть, например, наша студентка, вот, которая на фотографии, она параллельно работает в Даноне и учится у нас на 4-м курсе. По возобновляемой энергии хотелось бы отметить возможность получать стипендии не только от ДААДИ, но и от ОБСЕ. То есть для иностранных студентов, я думаю, это очень важно, потому что данные программы предлагают стипендию студентам из стран Центральной Азии. То есть это какие страны? Это Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, естественно. И то есть, как бы вы можете претендовать на стипендию, и стипендия выделяется достаточно хорошая, как бы можно подать даже на 2 стипендии одновременно. Если вы выиграете там обе, то вы уже будете выбирать, какая из них будет для вас более интересна. Вот по USAID у нас пока сказать, под обсуждением, но, возможно, USAID тоже будет стипендия. Для ОБСЕ у нас, получается, стипендия выделяется для женщин, там соответствующих целевой аудитории ОБСЕ. Для ДААДИ выделяется для всех представителей стран Центральной Азии. Есть также программы двойного диплома, когда вы, учась в Казахстане, получите и в Германии получите 2 диплома одновременно, казахстанский и немецкий. Как это будет проходить? На 1-м семестре вы будете учиться в ДКЮ, то есть в Казахстане. 2-й семестр вы поедете в Германию, где целый семестр проведете, учась в Германии, в нашем вузе-партнере. Потом как бы делаете исследовательский проект там в любой стране мира. Самое главное, чтобы он соответствовал теме вашего диплома, и потом, собственно, защищаете магистерскую презентацию одновременно в ДКЮ и в вузе-партнере Мидвайде. По итогам вы получите 2 диплома. Один диплом это будет диплом Мидвайде, немецкий диплом, который признан в Европе, и второй будет диплом ДКЮ, который будет признан в Казахстане. То есть, как бы, что называется, если вы думаете о международной карьере, то как бы это будет для вас очень интересно.
И важный момент, который тоже хотела отметить, IELTS для программы двойного диплома должен быть не меньше 6.0. Это вот как бы, пожалуйста, учтите. И TOEFL должен быть не меньше 79 пунктов. Следующие программы, ну, про каждую на самом деле можно рассказывать долго. Ну, хотелось бы, наверное, отметить программу ESG, это Sustainable Business, которая у нас развивает ESG направление. Ну, считается, что в ближайшее время крупные корпорации будут финансировать компании, которые соблюдают ESG-принципы и внедряют их у себя в работу. Соответственно, будет очень важна работа Sustainable Business, которая будет работать над этими ESG-принципами. Тут у нас огромное количество партнеров, как в принципе и везде. Green Finance — это практически такое же направление, как предыдущее, только с более углубленным изучением финансовой составляющей. Финансы. Направление — это классические финансы, двухгодичное обучение, также scholarship available. Хотела бы отметить, что у нас примерно 40% студентов получают стипендии. Это стипендии ДАДИ, это стипендии правительства Германии, это стипендии наших партнеров. То есть поступайте, мы будем очень рады вас видеть в наших рядах. Вот, что тут еще важного? Ну, вот это направление, я думаю, просто безумно важно и актуально для Казахстана. Integrated Water Resource Management, оно помогает более эффективно управлять водными ресурсами в компании. Здесь присутствуют два вида стипендий. Это стипендии ДАДИ и стипендии Green Central Asia. По обоим направлениям можно подаваться и участвовать в получении стипендий. Это вот какую жизнь ведут наши ребята, которые учатся на данном направлении. И, наконец, последнее по списку, но не последнее по значимости, это направление Public Administration. Тут мы готовим тех, кто сможет потом в будущем помогать управлять страной. Также сможет контактировать с международными фондами. Из интересных модулей хотелось бы отметить модуль Leadership, Digitalization и Communication and Governance. То есть, как бы, ну, тут готовим будущих лидеров. Пожалуйста, приходите. 1,5 года обучения, тоже стипендии доступны, и вы получите в конце степень Master in Business and Management. Собственно, если вам это интересно, то проходите основные шаги, которые вы должны пройти, чтобы поступить. Для этого вам нужно зарегистрироваться в системе «Универ», собрать нужный пакет документов, пройти интервью с английским языком и до 11 августа сделать запрос на получение стипендии. После того, как вы все это сделаете, милости просим, проходной балл 50 поинтов для 1,5 лет обучения и 75 поинтов для 2 лет обучения. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Вот страничка, которую вы можете скопировать себе куда-нибудь, зафиксировать. И, так сказать, если будут вопросы, обращаться по этим телефонам. Как бы будем рады новым поступающим, в том числе иностранцам. Вот. Спасибо большое за внимание. Мы тоже очень рады вашей презентации. Вам спасибо большое за подробную информацию о вашем вузе. В целом, ребята, наши выпускники, да, наши будущие магистранты, докторанты, хочется еще раз вам напомнить, что наш сегодняшний форум записывается. Вы сможете пересмотреть запись в нашем YouTube-канале, а также найти все раздаточные материалы и презентации наших экспертов по ссылке под описанием под видео на нашем YouTube-канале. Мы благодарим всех наших участников, всех тех, кто сегодня был с нами, а также всех тех, кто будет с нами уже после нашего эфира в записи. Хочется отдельную благодарность выразить Алибеку Сергазыевичу, а также Жанне Вакасовне, что, несмотря на вашу занятость, вы смогли найти время и подключиться на сегодняшний наш форум, а также всех наших экспертов, представителей высших учебных заведений, представителей приемных комиссий, коллег, которые сегодня также отвечали на все наши вопросы. Мы желаем вам удачи и ждем вас в приемной комиссии. До свидания.